год для детей самый любимый и долгожданный праздник, так как только с ним детишки связывают свои сказочные и волшебные мечты. И поэтому взрослые стараются всегда оправдать доверие малышей, и для них устраивают интересные и запоминающие мероприятия. 3 января в зале Камрадского дома культуры собралось много детей со своими родителями, которые пришли на традиционный, проводимый в столице Гагаузии, всеобщий городской новогодний утренник. Во-первых, мой сын сегодня первый раз будет выступать на сцене, и вот мы все вместе пришли посмотреть и порадоваться за него. Новый год для меня означает, что подарки, шикарный стол на Новый год, все вместе гости собираются, встреча друзей, родных. Хочу всех поздравить с Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья, чтобы мир был в нашей маленькой, но такой дорогой Гагаузии. Всем мирного неба, благополучия. Чтобы Дед Мороз был добрым и хорошо относился к детям. Дети очень любят это мероприятие, поскольку они в нем выступают не только в роли зрителей, но и как участники сценария того торжества. Песня без смеха, все бежали в зал, и лесную гостью каждую видал. Высоко красиво, сильно стройна, разными огнями светится она. Здравствуй, Дедушка Мороз, мы тебя так ждали, песенки учили, елку наряжали. Огоньки на елку мы разожгли сейчас. Самая красивая елочка у нас. Гагаузия безяхи, полыму дюнита, пек бенерис бесени, юрги бере. Организовал и провел данный утренник Камрадский драматический театр совместно с примарией города. Основу программы нынешнего утренника составила сказка «Снежная королева» и ее друзья. И главная ее интрига – то, что добро побеждает зло, сообщил директор театра Дионис Пынтя. Будет поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, будут вручаться подарки, будем водить хороводы, загадывать загадки. Будет очень интересно, потому что это все делается ради детей. Потому что дети – это наше будущее, и мы должны делать все, чтобы дети получали максимальное количество удовольствия. Тем более сейчас Новый год, это праздник, все ждут его с нетерпением и ждут от этого Нового года каких-то чудес и всего самого хорошего. Сказка «Снежная королева» завершилась тем, что на сцену вышел настоящий Дед Мороз, который одолел не настоящего Деда Мороза, и добро победило зло. Дети в зале с радостью восприняли этот факт и вышли дружно на сцену, чтобы поздравить Деда Мороза. Они пели песни, водили хороводы, но больше всего читали стихи. Всем им Дед Мороз со Снегурочкой вручил памятные подарки. Добрый день, всем шлю привет, я и на сцене вновь стою. Именем названной Николета сейчас расскажу визитку свою. У меня есть папа с мамой, а еще есть старший брат. Они для меня лучшие самые, а Колька прямо аристократ. Когда я ему немножко мешаю, он очень кричит и ругает меня. Но то, что он лучший, я это знаю. И мы с ним отличные супер друзья. Мне скоро 6 лет, и я в садик хожу. Там я занимаюсь, совсем не дружу. Из пластилина я леплю, и массажистом стать мечтаю. Люблю я бабушку свою, я бабе Тане помогаю. Обожаю танцевать, еще актрисой хочу стать. А еще скажу немножко, у меня есть в доме кошка. Я ее зову Милашка. Она пьет молочко и кушает кашку.